Пойдем. Скорая. Вот эти сутки решаются, что будет. Либо будет какое-то улучшение. Потому что сейчас, помимо того, что пневмония она вошла, пневмония была, она вошла в отек легких. Данные, безусловно, отличаются. И говорить, что это примерно в 16 раз будет разница, в принципе, я с этим соглашусь. Потому что мы видим совсем другую тенденцию, совсем иную. У нас подается официальная статистика где-то в районе 17-16 смертей за сутки. Однако могу говорить, что только по нашей больнице сейчас среднее число смертей за сутки около 10. Я сегодня сделала КТ, у меня 35% да. Матового стекла, да? Матового стекла, да. Дышишь? Нормально? Нормально? В больницу поедешь. Просто усталость, что работаем, пытаемся всеми силами всех как бы по возможности, невозможности вытянуть, но люди сами не хотят вытягиваться. Они все делают для того, чтобы оно продолжалось. И тоже ж остались те даже, что неверующие в ковид, что его не существует, как бы это все. Они вот чаще всего и попадают в больницы. Викочка, слышите меня? Викуся. Викуся. Стало хуже. Ковид значительно помолодел. Вот, к сожалению, и смертельные случаи. Более молодые люди стали умирать. То есть если раньше был в основном 65+ возраст, сейчас попадают и 28 лет, и 36, и 50. Пойдем. В основном у нас 98% это невакцинированные люди. Поэтому призываю всех, вакцинируйтесь, это ваша жизнь. То есть некоторые люди говорят, вот у нас гипертоническая болезнь, патология со стороны легочной системы. А я говорю, так это прямое показание к вакцинации. Потому что ковид бьет там, где тонко там рвется. Ну, стандартно у нас отделение меньше 200 пациентов нет уже на протяжении месяца. Очень много тяжелых, и они тяжелеют на глазах. То есть он сегодня приехал сегодня сам своими ножками поднялся, а завтра он уже на аппарате висит. Сатурация 40. Вот это вот вы трогаете, это вам спасает жизнь, надо Очень трудно и очень обидно, когда тратятся силы, тратятся душевные, физические силы, и пациент не выздоравливает. Это очень тяжело, правда. Особенно, когда это пациенты молодого возраста, особенно, когда там остаются дети. Это очень тяжело переносить. Мы видим, значит, значительную разницу. Мы видим более молодых пациентов, то есть тенденция пошла на омоложение. Есть очень много пациентов моложе 40 лет, которые довольно тяжелые, кислородзависимые. И также мы видим увеличение летальности, что крайне нас беспокоит в этом плане. В том числе и молодые люди тоже умирают от COVID-19 и его осложнений.
Защитных средств для врачей сейчас хватает. В этом нет необходимости для нас. Мы обеспечены этим полностью. Однако по лекарственным средствам всегда были вопросы, и они остаются сейчас. В том числе по антикоагулянтам, которые как раз-таки разжижают кровь и не дают образовываться тромбам, которые очень часто образовываются при COVID-19. С этими препаратами у нас всегда были проблемы, и сейчас эти проблемы опять-таки есть. С точки зрения по поводу мест, которых в больницах не было, их нет и сейчас. И очень не хватает именно кислородных точек, не хватает концентраторов. Приходится по дежурству, по работе изыскивать какие-то очень странные резервы для того, чтобы каким-то образом дать хоть какой-либо кислород для пациента. Могу сказать, что в первые 2 волны, которые были у нас в стране, мы наблюдали довольно много онкологических пациентов, которые заболевали коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, эти пациенты не выживали в основном. И, скорее всего, вот именно за те 2 волны очень большой пласт онкологических пациентов просто умерли. Именно поэтому мы видим сейчас, что их меньше, и, наверное, с этим можно связать как раз-таки то, что их просто нету. Почему их стало меньше выявлять? Скорее всего, это больше банально со скринингом проблемы, потому что сейчас люди особо не обследуются, нет понятий каких-то плановых медкомиссий, и из-за этого тоже очень большая проблема. Пытаются представить штамм Дельта, но именно скажем так, в интерпретации тех цифр, которые есть в Беларуси. Такого штамма, естественно, скорее всего, нет, и это просто какая-то выдумка очередная наших белорусских властей, чтобы оправдать свою статистику.